По традиции, в начале представители благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербай и Ляля Чамагу вместе с ветеранами из добровольческой организации возложили цветы к памятнику воинов, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Напомню, что 13 человек из Карачаева-Черкесии погибли во время войны 1992-93 годов. Затем они отправились в село Апсуа. Именно здесь живет мать погибшего в Абхазии добровольца Нина Агирова. Хозяйка дома, как всегда, радушно встретила дорогих гостей. От имени абхазского народа матери добровольца передали 3 миллиона рублей. В канун 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, когда представители благотворительного фонда посещали семьи добровольцев, они увидели, в каком непростом положении находится мать защитников Абхазии. Ее все чаще подводило здоровье. Женщине трудно передвигаться. Маленький гостеприимный домик совсем прохудился. И некому привести его в порядок. Во время войны в Абхазии в этом доме Нина Агирова приютила беженцев. Одномоментно здесь целый год жили около 20 человек, не считая самих хозяев. В доме нет элементарных удобств, отсутствует отопление. Дочери забирают женщину к себе, но в своем возрасте она уже хочет спокойствия и тишины. Учитывая все эти обстоятельства, представители благотворительного фонда «Помним» решили помочь этой почтенной женщине купить небольшую квартиру в городе Черкесске, чтобы обеспечить ей достойную старость, которой она лишилась, отдав любимых сыновей свободе Абхазии. Стоит отметить, что в этом году, 4 февраля, Нине Агировой исполнилось 100 лет. Хаважлар иршон арихун карагана хогзум хмиллион ки кварфит убри хмиллион яца фихзала арена хашти убри ауздуq ахцит хаябхизот аха и хайр сунги фохтан аха я халшис қахцит. Ай, сашу. Самое главное, это шхамшли. Вот. Да. Шарей табу и табу. Когда в Абхазии началась война, младший сын Нины, Альберт, никому ничего не сказав, бросил все и отправился воевать. Он был в числе тех, кто первыми пришел на помощь братскому народу. Некоторое время был на Гумистинском фронте, затем отправился на Восточный. Как вспоминают его однополчане, Альберт Агиров воевал храбро. Ему было всего лишь 25 лет. На момент гибели его супруга ждала ребенка. Девочка появилась на свет в апреле месяце. Альберт так и не увидел рождения своей малышки. Остались незавершенными и начатые дела. Он так и не успел построить большой дом, в котором любимая мать чувствовала бы себя комфортно. Фундамент, который он заложил 30 с лишним лет назад, зарос сорняками. Альберт посмертно награжден орденом Леона. Спасибо большое. Всегда внимание. Не зря мой брат погиб там. Оцениваете вы его хорошо. Она просила, она квартиру просила, но сколько люди смогли, собрали, 3 миллиона собрали, привезли. Спасибо вам большое. Ее мечту исполнили. После гибели Альберта его старший брат Заур, которого все называли Арсеном, тоже отправился на войну. Он был инвалидом с детства, без одной руки, и отцом 3 детей. Арсен Агиров был снайпером, дошел до победного конца. Награжден медалью за отвагу. После войны вернулся к себе на родину, но погиб в результате несчастного случая, оставив мать и 3 детей без поддержки. Несмотря на все трудности жизни, потерю 2 сыновей, Нина Агирова не опустила руки. Она не только сумела помочь воспитать своих внуков, но и по-прежнему оказывала помощь всем, кто обращался к ней с блокадной послевоенной Абхазии. Сегодня этот вопрос со стороны Абхазии закрыт. Мы вот сегодня находимся здесь. И поздравления, и праздник вроде бы все равно грустно. Все равно грустно. Еще раз говорю, от себя могу сказать. Вот, и Ляле, и Леониду большое спасибо человеческое за их понимание. Еще раз говорю, и всему народу Абхазии, который сегодня на себя взял эту ответственность и постарался, чтобы как-то сделать уютнее вот этот солидный, красивый возраст Нины.
Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие. По словам родных Нины Агировой, она не падает духом. Несмотря на преклонный возраст, старается никого не обременять. Она искренне поблагодарила всех жителей Абхазии за возможность приобретения квартиры, где она сможет проживать в комфортных условиях. Эсма Джикерба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.